Дефис стал поводом для споров. В центрах обслуживания населения считают, что никаких знаков между двойным именем человека быть не должно. В ЗАГСе с этим не согласны. И пока чиновники спорят, некоторые родители не могут назвать своих детей. В проблеме безымянной новорожденной астончанки разбирался Владислав Цой. Этой девочке 10 дней от роду, но первого документа в жизни у нее еще нет. Родители хотели дать ей двойное имя – Рабия Бегым, в честь дочери Улугбека и жены хана Абулхаира. Но в центре обслуживания населения отцу девочки Салтану Сакену сказали, что в звездном имени должен отсутствовать дефис. Рабия Бегым десем, ортасына дефис қойылға болмайды. Ал заң бойынша қойылға болады ғой. Қай заңда оқыдыңыз? Неке және отбасы туралы кодексе. Кул Мухаммед через дефис или Касым Жомарт Токаев. Им разрешено писать через дефис. Почему моей дочери нельзя? Я открыл кодекс о браке и семье, но никакого запрета на дефис я там не нашел. Свидетельство о рождении дочери Салтан получил, но ее имя там написали слитно. В ЗАГСе заверили, что дефис в имени Рабия Бегим имеет право быть. Если в заявлении вы пишете имя Ислам Расул через пробел, через тире, как написано, так мы и должны написать в свидетельстве. Это не противоречит закону. Статья 63, пункт 2 допускается, да, раньше не допускалось. Написание дефиса прежнее законодательство запрещало, но Кодекс о браке и семье, который вступил в силу в прошлом году, гласит, разрешается присвоение двойного имени при раздельном написании, но не более 2 имен. Про дефис ни слова, а все, что не запрещено законом, то дозволено. В ЗАГСе согласились выдать Салтану свидетельство Рабии Бегим с дефисом, но он должен прийти на переоформление документа с супругой и заплатить госпошлину. В споре за звездное имя Салтан готов идти до законного конца. Владислав Цой, Ербол Даиров, Первый канал Евразия.